Первые тонны груза отправлены по Якутской железной дороге в южном направлении. Эксперты называют это событие историческим. Со станции Кердем до Алдана по рельсам перевозят цемент – десятки тысяч тонн. Тем временем железнодорожники готовятся к сдаче стальной магистрали в постоянную эксплуатацию. Подробности в специальном репортаже Дмитрия Макарова. Когда железнодорожный перегон свободен от поездов, на линию выходит снегочист. Этот локомотив с ковшом на полном ходу откидывает с рельсов снег. Весной в Якутии выпадает особенно много осадков, поэтому спецтехника не простаивает. Всегда наготове и лопаты с метлами. На станции Таежная, которая находится высоко в горах, дежурные каждый день очищают стрелки и перрон. Снег идет часто. Вот сейчас весна началась. У нас это за весну выпало. Поезда ходят регулярно, их интенсивность движения постоянно растет, причем на всем протяжении якутских железных дорог. Станция Кердем находится на северном участке и предназначена лишь для скрещивания встречных составов. Это первая в истории якутских железных дорог промышленная погрузка состава в обратную сторону. Вагоны заполняют мешками с цементом, чтобы затем отправить их на юг. Погрузка цемента ведется каждый день с утра до вечера. Его сюда привозят автомашинами с Максоголовского цементного завода. Затем в вагонах отправляют в Алдан. Поезда, да, постоянно бывают погрузки. Прицепка, отцепка. Почти, да, каждый день. Дежурный по Кердему Юрий Прокопьев на смене уже вторую неделю. На разъезде есть все условия для жизни. Комната отдыха, кухня и рабочее место. Компьютер, с которого происходит управление стрелками. Оборудование современное и надежное. На случай сбоя в работе станционной электростанции есть резерв. Солнечные панели. Вот выключаем эту деску, отключаем, тогда переводимся на солнечную батарею. На полчаса, да, бывает. Сегодня такой автоматикой оборудована практически вся линия от Нижнего Бестяха до Нерюнгри-Грузовой. Особенно рады ей дежурные. Не нужно ходить на стрелки. Да и ошибку совершить программа не позволит, что особенно важно при постоянно растущей интенсивности движения. Практически на 20 с лишним процентов мы увеличили нефтепродукты, на 30% увеличился объем перевозки контейнеров. И в целом видится такая тенденция, если ранее по всей сети в сторону железных дорог на всей сети находилось где-то от 50 до 60 тысяч тонн груза, то мы перекрыли все рекорды. Вот буквально на днях был поставлен рекорд: 95 тысяч тонн груза на всей сети российских железных дорог шло в направлении станций железных дорог Якутии. Это очень хороший показатель. Нерюнгри-Грузовая, Алдан, Куранах, Томот, Нижний Бестях. Везде идет переработка грузов. Составитель поездов Алексей Евгеньев разводит по путям вагоны, собирая их в длинный состав. Работы хватает с каждым годом все больше и больше, так как развитие железной дороги идет. Еще недавно ходили лишь короткие составы, теперь их длина превышает 60 вагонов. Чтобы вести за собой такой тяжелый поезд, особые требования к тепловозам. В первую очередь надежность и экономичность. Этот новый локомотив готовится к своему первому рейсу. Его только что приобрели и модернизировали. Заменили отечественные дизельные генераторные установки на американский General Electric. Управлять им помогает бортовой компьютер. Всю поездку можно посмотреть потом по компьютеру, как машинист отработал смену. Таких секций недавно приобрели сразу 10. Теперь на железных дорогах Якутии в собственности 40 грузовых локомотивов и 17 маневровых. В пути машинисты не отвлекаются. Больше не нужно ходить, контролировать работу двигателей. Все внимание только на дорогу. Здесь основная нагрузка на машиниста, на локомотивную бригаду ложится по управлению именно непосредственно самим локомотивом, поездом и автоматическими тормозами при следовании по участку. То есть не отвлекаясь? Да, не отвлекаясь уже непосредственно на работу дизеля. Сегодня железная дорога надежно связывает центральную Якутию со всей Россией. Долгие годы считалось, что она будет загружена только в одну сторону. Обратно пойдут пустые вагоны. Но вопреки убеждениям, интерес к магистрали проявляют заготовители древесины и производители энергоресурсов на левом берегу Лены. В дальнейшем мы будем обсуждать вопросы сжиженного природного газа. Это и вопросы метанола, это и вопросы, хангаласского угля,
который сегодня становится конкурентоспособным при такой цене на рынке и так далее. То есть приход железной дороги, он автоматически потянет за собой спрос. Железная дорога помогла найти рынок сбыта на юге Якутии производителям цемента в Максагалохе. Здесь с вводом третьей печи стали появляться излишки цемента. В Алдан и Нерюнгри строительный материал традиционно завозят с российских регионов, но станция Кердем изменила действующую схему. У нас холдинг, Биробиджанский семзавод, Спас семзавод и Якутцемент. Мы ближе. Железная дорога от Максагалоха 60 километров. А если напрямую от завода 13 километров, ну, ближе, да? Поэтому пока 25 тысяч тонн вывозим, в этом году уже конкретно. У нас сил есть тарировать, у нас мощи есть грузить, краны, механизмы. Поэтому очень хотим, чтобы в этом году эта схема работала летом тоже. Сейчас цемент на железнодорожный Кердем завозится с опережением, чтобы в период весенней распутицы его поставка не прекращалась. Традиционно середина марта, начало апреля – самая интенсивная пора для железнодорожников в северной части Аяма. Предприниматели стараются завести как можно больше грузов перед закрытием ледовых переправ. Но даже отсутствие моста не оставит магистраль без работы. Товар будет накапливаться в ожидании первых паромов. Дмитрий Макаров, Владимир Ермаков, Роберт Набиев. Вести. Якутия.